Владимир Путин подал документы в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России. Здесь уже и новое видеонаблюдение, здесь новое освещение, это уже энергосберегающие лампы. В Новый год с новым местом для отдыха. Жители Малгобека празднуют открытие парка и городского сквера. Праздник к нам приходит. Для особенных детей особенные новогодние сюрпризы подготовили взрослые. Они всегда первые там, где людям нужна помощь, в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров. Они всегда на передовой. Спасатели принимают поздравления с профессиональным праздником. На всех наших спортсменов есть надежда. Главное, чтобы тренировались, упорствовали. Удар за ударом. Подведем итог полуфинала республиканского турнира по боксу среди юношей. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Владимир Путин подал в Центр избирком документы для регистрации на выборах главы государства. Вся процедура заняла у президента не более 15 минут. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне за него проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, среди которых действующие российские политики, сенаторы и депутаты, а также артисты, музыканты и общественные деятели. После президент Владимир Путин провел итоговое заседание Государственного совета. Принял участие в заседании и Юнусбек Евкуров. Обсуждали инвестиционную привлекательность регионов и социально-экономическое развитие страны. Сегодня в республике серьезно расширены меры поддержки инвесторов. Работают дорожные карты по внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. Объем инвестиций в регион с 2009 года увеличился в 5 раз до 8,5 миллиардов рублей. Внедрение цифровой экономики – это еще один шаг на пути привлечения инвестиций, возможность организовать бизнес-процессы совершенно на другом уровне. Это глобальная интеграция в международную экономику. И наша республика уже начала делать первые шаги в этом направлении. Обновленные после капитального ремонта парк и городской сквер. Такой подарок к Новому году получили жители города Воинской Славы. Помимо нового освещения и скамеек, в парке теперь есть и собственный родник. Осуществить давнюю мечту малгобекчан удалось благодаря реализации проекта «Парки малых городов». На торжественном открытии побывала Рина Тичоева. После перерезания красной ленты гостей к новому роднику приглашает горянка. Набирая в кувшине воды, она возрождает самый древний национальный ингушский обычай. Этот подарок к Новому году для малгобекчан, пожалуй, самый долгожданный. Жители города сами выбирали будущее место отдыха. Мы, как Народный фронт, конечно, курировали исполнение этой программы. Мы проводили набирацию, смотрели, как эти работы выполняются, качество этих работ. В целом по республике, я скажу, и в Малгобеке, и на других объектах. Они такие же объекты у нас водятся и в Карабулаке, и в Сунжинском районе, и в городе Назрань. В целом эта работа проведена на довольно высоком уровне. При строительстве родника учли все особенности национального колорита. Отделка здесь из декоративного камня. В старину родники выглядели именно так. У ингушей издавна водить невесту на родник считалось очень важным для создания новой семейной жизни. Невеста вытаскивала иголку из платья, втыкала в яйцо, а яйцо разбивала о камень. Далее в кувшинчике набирала воду и ею угощала всех соседей. Этот день и считался началом новой семейной жизни. Благодаря реализации проекта «Парки малых городов» в самом старом парке Северокавказском федеральном округе появились новые лавочки. Поменяли полностью и освещение. Проасфальтировали дорожки, сделали дополнительные пешеходные проходы. Поставили новые скамейки, мусорные баки, очень красивые, по стилю. Выдержали, покрасили все, что нужно было сделать. В то время, когда это все делалось, мы участвовали в этом парке. И люди уже знают, потому что мы с ними разговаривали на эту тему, что по какому проекту это делается. Естественно, мы прислушались к их мнению.
И действительно, на самом деле, иногда такие цельные, толковые советы они давали, и мы старались выполнить их поручения. Еще один объект, который открывается после реконструкции, это городской сквер. Так называемый музей под открытым небом. Для малгобекчан это место очень символичное. Здесь у нас был немножко ремонт памятника провели, установили, выровняли где-то, просадка была грунта, все это вывели на нормальный уровень. Я думаю, что все горожане будут довольны. Мы провели вот в этом году, вот мы только закончили, это была большая такая реконструкция нашего сквера. Здесь уже и новое видеонаблюдение, здесь новое освещение, это уже энергосберегающие лампы. 3 января город отпразднует годовщину освобождения Малгобека, поэтому работы на этом здесь не завершаются. В планах масштабные преобразования. Рина Цычоева, Рахман Цуров, Новости 24. Считанные дни остаются до самого волшебного праздника. В канун Нового года по всей республике проходят праздничные утренники. Нарядный зал, елка и зажигательная музыка. Все это создает атмосферу праздника, радости и волшебства. Наш корреспондент Лейла Гайсанова окунулась в сказочное новогоднее настроение. Я мальчишка деревянный в полосатом колпачке. Создан я на радость людям. Счастье ключ в моей руке. В зале не смолкают смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза маленьких жителей Кандышева вместе с разноцветными фонарями освещают актовый зал Дома культуры. На сцене ребят веселят знакомые всем сказочные персонажи. Чтобы подарить детям настоящий новогодний праздник, Центр дополнительного образования региона пригласил исполнителей эстрадно-джазового вокала и творческие коллективы. Для маленьких зрителей со сцены звучат песни и мелодии из известных сказок. И главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка – не остались в стороне. Мне очень понравился этот концерт. Я очень повеселилась, танцевала с Буратиной, Белоснежкой и другими сказочными героями. Сегодняшний концерт мне понравился. Мы сегодня танцевали, плясали. Были разные песни из разных интересных, очень интересных мультиков. Там был Буратино, Белоснежка, там был концерт. Они пели и танцевали. А вы пели вместе с ними? Да. А танцевали? Да. Все друзья ребят в сборе. Сегодня у них в гостях Красная Шапочка, Баба-Яга, Маша и Медведь. Дети не просто наблюдают за представлением. От веселых песен малыши просто не могут усидеть на месте. Впрочем, концерт вызвал улыбку и долю позитива не только у детей, но и у взрослых. Сказочное представление детям очень понравилось. Было много сказочных героев. Дети были в восторге. Они радовались. Соответственно, мы тоже были рады. Концерт был очень интересным. Понадобился не один день, чтобы ребята заранее выучили новогодние стихи и научились танцевать. Но вот настал их звездный час, когда можно продемонстрировать результаты стараний. Что за праздник у ворот? Новый год, кто подарки нам несет? Это Дедушка Мороз. А ты знаешь стих? Расскажи. Дедушка Мороз придет, мне подарок принесет. Расскажу ему стишок, получу конфетный мешок. Заведем хоровод, дружно встретим Новый год. Стоит она нарядная, совсем не заурядная. Вся роскошь красивая, зеленая, счастливая. Благотворительную акцию к Новому году Центр дополнительного образования проводит ежегодно. Правда, это их первый новогодний утренник в новом Доме культуры. Поэтому можно считать, что сегодня у детей и у взрослых двойной праздник. Ежегодно мы посещаем реабилитационные центры со сладкими подарками. Также персонально, стационарно идем к детям, к сожалению, детям-инвалидам, ограниченными физическими возможностями. Дарим им подарки, достаточно, скажем, их желания мы исполняем. Нам сказали, что деньги, за которыми мы покупали билеты, пойдут на благотворительность детям, которые в данный момент не могут прийти на концерт, чтобы у них был какой-то радостный момент. И несмотря на то, что представление уже проходит к концу, для этих ребят волшебная сказка закончится еще не скоро. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24. Детский смех и поздравления были сегодня слышны и в ДК Назрани. На красочное новогоднее представление пригласили детей из Республиканского реабилитационного центра. Поздравить ребят приехал Дед Мороз со Снегурочкой, прихватив с собой большой мешок подарков. Веселые новогодние песни, смешные сценки, танцы и забавные истории жизни сказочных персонажей, улыбка и хорошее настроение.
Для Хавы Харсиевой это в первую очередь возможность повеселиться в кругу своих друзей и забыть о своих болячках. У Хавы сколиоз 3-й степени, ее недавно прооперировали, чувствует себя гораздо лучше. Я утром встала, сходила к тете, она мне сделала красивую прическу и приехала сюда. Мероприятие организовали для воспитанников Республиканского реабилитационного центра. Веселье, подарки, забота и внимание – то, чего не хватает особенным детям. Так как воспитанники обучаются в центре дистанционно, то возможность встретиться у них появляется только на таких мероприятиях. Со всего региона, с разных районов. Вот такие большие праздники, они приезжают все. Конечно, они даже просто для детей за то, что они видят друг друга, общаются. Уже праздник. Самые главные гости, которых дети ждут из года в год – Дед Мороз и Снегурочка. Как ни странно, но Баба-Яга, которая сначала предстает как злая ведьма, к финалу исправляется, ведь Новый год – пора чудес. В центре обучаются и одновременно проходит лечение около 300 детей с разными диагнозами. Задержкой психоречевого развития, ДЦП, синдромом Дауна. Каждый их день борьба с недугом, а на такие мероприятия своими улыбками они доказывают, что сдаваться не собираются. Действительно, было сегодня очень весело. Для нас очень ценны такие мероприятия, особенно когда мы вместе с нашей семьей, которая называется РЦДО, встретить этот теплый праздник. Нам очень понравилось. Я хотела бы поблагодарить организаторов этого мероприятия за то, что они нам сегодня подарили радость. Мы любим подарки, мы любим сюрпризы. И сегодня мы получили и подарки, и сюрпризы. Родители, как никто другой, понимают, насколько важно такое внимание для ребят, как они усердно готовятся и ждут этого праздника. Когда нам позвонили, сказали, что этого числа будет мероприятие, она очень этот день ждала. Она сегодня в 6 утра встала. Когда мы пойдем, нарядилась, пошла в парикмахерскую, сделала прическу, очень ждала. Я не могу передать как ее радость, ее чувство, вот ожидание, вот предвкушение вот этого веселого, сказочного зимнего праздника. Вот, что Дед Мороз, Снегурочка, что они будут петь, что... Ну, это очень яркий, красочный праздник. Подарить детям праздничное настроение постарались педагоги и администрация Назрани. Сегодняшнее представление – это пример, который должен быть заразителен, считает Алихан Тумгоев. И Новый год, и новогодние дни наши дети отдыхают, веселятся. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто участвует в данных мероприятиях. Пожелать нашим детишкам крепкого здоровья. И поздравляю их, хочу им пожелать всего самого наилучшего с наступающим 2018 году. А после представления детей ждет долгожданный момент. Каждому полагается подарок от мэра. Мака Келиматова, Магомед Дидигов, Новости 24. Подарки в преддверии Нового года получили воспитанники интерната и коррекционной школы сельского поселения Нижние Очелуки. И все же, в первую очередь, ребята пришли за яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, маленькие зрители приняли самое активное участие в празднике. Залина Магушкова расскажет подробнее. На сцене коррекционной школы с новогодним концертом выступают артисты ингушской эстрады и государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева. Дети активно присоединяются к вокалистам, дополняя номер своими танцами. В школе обучаются больше 200 детей с разными диагнозами ДЦП, синдрому Дауна с задержкой психоречевого развития. Они проходят лечение по коррекции в развитии как на уроках, так и на трудовой подготовке. Главная цель этого учреждения – социально-психологическая реабилитация и интеграция детей в общество. По мнению педагогов, такое музыкальное разнообразие в учебной программе им только на пользу. Больших успехов для детей и коллектива пожелал зампред правительства Ингушетии. Вам было весело. Как и принято по ингушским обычаям, гость не должен уходить с пустыми руками. Не только взрослым же дарить подарки. Семиклассница Мака Куркиева в свободное время от занятий занимается прикладным искусством. От себя и всех ребят вручает гостю цветы из бисера и статуэтку в виде башни. Луиза Султановна, можно вас? Луиза Султановна.
Принимают гостей из регионального управления службы судебных приставов и в детском доме-интернат. Для воспитанников устраивают новогоднее представление. Дед Мороз со Снегурочкой только успевают переступить порог, как уже начинается веселье. Для каждого из особенных воспитанников даже подарки индивидуальные с учетом пожеланий самих детей руководства интерната. Сладкие гостинцы, часы, тапочки, что-то из одежды, а также музыкальные мягкие игрушки. Эти дети особенно нуждаются во внимании, которое мы сегодня попытались им подарить. Я очень надеюсь, что это нам удалось. Вот. Ведь любой ребенок, независимо от его возраста или состояния здоровья, на Новый год особенно всегда ожидают каких-то приятных сюрпризов. В интернате воспитываются дети с ДЦП и олигофренией средней тяжести. Им внимание необходимо больше всего. Многие, несмотря на недуг, ведут активный образ жизни. Поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья всегда большая ответственность, ведь их легко обидеть, но в то же время и обрадовать. Впрочем, для таких детей лучший подарок – внимание и толика человеческого тепла. Залина Могушкова, Хаваш Гоегов, Новости 24. Папа Карло, Буратино и Мальвина заговорили на ингушском языке. В Доме культуры Кантышева прошла премьера известной всем сказки «Золотой ключик». Спектакль для маленького зрителя специально к новогодним праздникам подготовила студия театра и кино «Берт». Реализовать этот проект артистам удалось за счет финансовой поддержки в рамках партийного проекта «Единая Россия. Театры малых городов». Старая история в новой интерпретации в сюжете Заремы Евлоевой. Злой и бородатый Карабас-Барабас, кажется, уже не наводит такой ужас, а наоборот веселит детей. С первых минут герой очаровывает маленьких гостей. На сцене в роли злого директора кукольного театра, как по иронии судьбы, Муртаз Азиев, он же директор студии «Берт». Сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» русского классика Алексея Толстого скоро исполнится почти 90 лет. На этой поучительной и доброй истории выросло целых 3 поколения, но ценности и юмор остаются актуальны и в 21 веке. Только в этой версии Папа Карло, Карабас-Барабас, Мальвина и Пьеро заговорили и даже запели на ингушском языке. Студия театра и кино «Берт» начала свою творческую работу в 2008 году. В труппе народные артисты и любимцы ингушского зрителя – Муртаз Азиев, Ахмед Евлоев, Адам Бузуртанов, Эсет Сусуркиева. Особой популярностью артисты стали пользоваться после выхода первых выпусков юмористической программы «ЗОГ». Сегодня в арсенале труппы не так много детских постановок, но, судя по реакции зала, премьера проходит блестяще. Да и вряд ли где-то еще найдется такой харизматичный кот Базилио. Талант не купишь, а вот на костюмы, декорации и сценическое оборудование нужен приличный бюджет. Партия «Единая Россия» запустила в этом году проект «Театры малых городов», в рамках которого 4 ингушским театрам выделено более 20 миллионов рублей. Надеюсь, что и в следующем году все наши творческие коллективы примут участие и подадут свои заявки. И в следующем году мы получим дополнительное финансирование в рамках этого проекта. И наши маленькие зрители смогут увидеть много постановок, много спектаклей. Проект будет реализовываться по всей стране ближайшие 5 лет, с 2017 по 2022. На ингушский язык сказку перевел режиссер студии Руслан Зангиев. Главная цель премьеры – популяризировать родной язык. Ведь, как выясняется, лингвистический вопрос среди ингушских школьников остается открытым. В основном я понимаю легкие фразы, когда Карабас-Барабас приказывает что-то кому-то. А так, главное, что я сюжет знаю на русском. Ну, я не привыкла смотреть спектакли на ингушском языке, но так смысл поняла.
Карбаси, Барабаси и Буратино. Над постановкой работал режиссер студии, народный артист Ингушетии Мурат Галаев. Первый спектакль должен был состояться в ноябре, но из-за отсутствия помещения для репетиций премьеру пришлось отложить. Решили немножко по классическому варианту пойти. И самое основное, это, конечно, музыкальная часть. Это песни, детям это всегда интересно, весело. Очень тепло встретили зрители, маленькие, самые добрые, конечно. Акция благотворительная. Бесплатные приглашения отправили и особенным детям. Ведь мир доброй сказки открыт каждому, и каждый находит в ней волшебство. До Нового года остается меньше недели, а потому актеры твердо решили, что с гостями обязательно должны встретиться и поиграть Дед Мороз со Снегурочкой. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных и рискованных профессий – спасатели. Это люди, которые первыми приходят на помощь. Те, кто всегда на передовой во всех чрезвычайных ситуациях, рискуют жизнью ради спасения других. В Главном управлении МЧС прошло праздничное мероприятие, на котором наградили наиболее отличившихся сотрудников. Репортаж Светланы Томовой. Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда первые там, где людям нужна помощь. В завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. И сегодня в свой профессиональный праздник они получают заслуженные награды. Каждый из них, рискуя своей жизнью, спасает людей в чрезвычайных ситуациях. В этой профессии главное не физическая сила, а умение работать в команде и действовать в экстремальных ситуациях грамотно и быстро. И не случайно ингушские спасатели который год доказывают, что они настоящие профессионалы. Их труд высоко оценивает и руководство. У нас за этот год около 1400 выездов, это и на дорожно-транспортные происшествия, и на пожары, ну и, естественно, и на другие всевозможные происшествия, чрезвычайные ситуации, которые прошли на территории Республики Ингушетия. Всего было спасено 1342 человека, оказана помощь более 5000. То есть это говорит о том, что наша профессия востребована, мы нужны. История МЧС началась 27 декабря 1990 года, когда было принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей. Тогда его возглавил Сергей Шойгу. Ингушскому ведомству в этом году исполнилось 22 года. Мухарбек Батаев стал первым его руководителем. Сегодня он вспоминает, в каких условиях тогда приходилось работать. Но ребята были полны сил и энтузиазма. Учения и практика проходили в условиях реальных ЧП. Самое главное, самое почетное доля выпала спасателям. Потому что, наверное, так было угодно Аллаху, чтобы они помогали людям. Это очень почетная миссия. Сегодня это закаленные, профессиональные бойцы. Я бы хотел, чтобы этот заряд, полученный старослужащими, передавался молодым, и вы сохранили этот заряд на многие года вперед. От словесных поздравлений перешли к наградам. Почетными грамотами и медалями отметили не только действующих МЧСников, но и ветеранов спасательной службы. Кто, как не они, заслуживает этих наград? Ведь самоотверженный труд этих людей – залог безопасности и спокойствия жителей республики. Предупреждение, спасение и помощь. Эти слова давно и прочно вошли в жизнь каждого сотрудника службы МЧС, начиная от водителей пожарной техники и заканчивая самими пожарными и спасателями. Им каждый раз приходится сталкиваться с немалыми трудностями, но чувство после спасения чьей-то жизни, пожалуй, простыми словами описать невозможно. Бог спасатель, Бог бьер. Холодно не шло. Nach erster Barbie School أو عايزني اسمه قال بالي بيتي حبي بكر كنت قاش حدا تخز قاش تباس بسات دوا نعرف بسات تقايم نسقاش حدا حجد
Сами МЧСники говорят, спасатель – это не профессия, а состояние души. Они первыми приходят на помощь, оказываются в эпицентре событий, решая сложившиеся задачи от помощи спасательным подразделениям в зоне ЧС до сбора гуманитарной помощи и оказания адресной поддержки людям, оказавшимся в трудной ситуации. А завершилось торжественное мероприятие концертной программой с участием артистов ингушской эстрады. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24. А вот на страже общественного порядка дружинники в сельском поселении Нижние Очелуки совместно с полицией дружина активно начала свою работу перед новогодними праздниками. В составе дружины 36 активистов. Как в былые времена они выходят на улицы городов и помогают в охране нашего с вами спокойствия. Принцип работы такой же, что и десятки лет назад. Представители общественного объединения совершают обход по отведенной им территории и следят за порядком на улицах. Харцаба, Артажмилыш, Йосер, Лилду 24 хуже, Цандуха, ага, поддерживать его сельский порядок. Ах, что кадожда, зулмаж, не стал, юшта, яки, техерш, иттина, Новый год приближается до дня, техер иттина, арбян, народное, добровольное народное движение ага, юртыш проверяет, юртыш какие олдани, харца, мощнейших, нахби, подозрительно, нахби, шейник, хам не сделал, правоохранительной системе, сразу дать телефона, что можете делать, хездуар. Юртя телефон, номер, жолжи, лично, а за Новый год должен быть, на узор, ёл, таялцы, укматчики дежурят, цулаш, возамгловый, села, цани. Преподаватели ОБЖ сразились на турнире по военно-прикладным видам спорта. Турнир прошел в войсковой части сельского поселения Троицкое. Свое мастерство и навыки педагоги демонстрировали в несколько этапов. Как они справились с заданиями, расскажет Михаил Тангиев. Первое состязание, в котором соревнуются участники, сборка и разборка автомата на время. И с поставленной задачей каждый хорошо справляется. У соревнующихся одна пробная попытка и еще две на то, чтобы продемонстрировать свое мастерство. И первый победитель Джамалил Хасбулатов, учитель ОБЖ Псидахской 7-й школы. Заданием он управился за 24 секунды. В любом состязании главное – это четкая концентрация движений, делится Джамалил. Конечно же, нельзя забывать и о важнейшем составляющем в достижении цели. На улице, конечно, немножко сложнее, ну, и здесь автомат боевой, не учебный, это тоже сложность представляет. Поэтому немножко результаты, может, не настолько хорошие, как бы хотелось. Но главное, конечно, тренировки, во-первых. И, во-вторых, без суеты просто делать все, как ты знаешь, умеешь. И вот, наверное, весь секрет, в принципе. Следующее испытание, в котором соревнуются участники, это завязывание туристических узлов. Их сюда входит 5 видов. Здесь важна как скорость, так и правильность выполнения процедуры. Прямой академический проводник, встречный и, наконец, схватывающий. По правилам состязания участникам необходимо завязать все эти узлы в строгой последовательности. И кажется, сегодня удача явно на стороне Джамалейла. Он снова вырывается в лидеры. В принципе, я не только так вижу, я могу там и за спиной, и с завязанными глазами и так далее. Ну, просто чисто для себя, для интереса, как ты вяжешь. Просто туризмом занимаемся. На этой же площадке определяют, кто лучше, быстрее и, самое главное, правильно сумеет надеть противогаз в случае опасности, например, при внезапной газовой атаке. Надеть – это полдела. Нужно сделать это еще и без складок, через которые может просочиться отравляющий газ. К слову, с этим заданием все финалисты также неплохо справляются. Внимание, газы! Это уже заключительный этап турнира по военным прикладным видам спорта среди учителей ОБЖ. Каждый из 9 финалистов успешно прошел муниципальный отбор. Организатор соревнований – Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Молодой патриот». К слову, за своими наставниками внимательно следят и юнормейцы, которые не упускают возможности подчеркнуть для себя много нового. Сегодня интереснее всего мне показалась разборка автомата. Еще я увидел, как завязывают узлы, одевают противогаз. Ну, я теперь узнал, как надо одевать противогаз. Теперь я знаю, как надо одевать противогаз. Как ты считаешь, эти знания пригодятся тебе в будущем? Я считаю, да, пригодятся. А далее викторина. Участники отвечают на вопросы военной тематики. На этом этапе состязательная часть завершена. Все это время за ходом турнира внимательно следил специально приглашенный судья. Сегодня ученики, я думаю, будут достойны, довольны своими преподавателями, потому что они будут брать с них пример и равняться, наверное, на их и на их показатели, которые они сегодня показали по сборке, разборке автомата там, и другим видам.
Итоги подведены, баллы подсчитаны. Впрочем, имя победителя, пожалуй, здесь знает каждый. Джамалил Хасбулатов, показав лучший результат в большинстве испытаний, получает почетный кубок победителя. Михаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Перспективы развития МАГАСа и итоги работы столичной администрации стали главными вопросами на сегодняшней пресс-конференции мэра столицы. Журналистов интересовало увеличение численности населения города. На сегодняшний день в МАГАСе проживает около 30 тысяч человек. Однако, по словам Беслана Тичоева, к 2025 году эта цифра возрастет до 130 тысяч. Такой прирост, по его мнению, ожидается за счет благоустройства города, а именно строительства многоквартирных домов. Также был затронут вопрос о запуске трамвая, который будет курсировать в столице. Заправляться он будет не бензином, а энергией солнечных батарей. Градоначальник подчеркнул, что трамвай должен стать брендом республики и обеспечивать максимальный комфорт местным жителям. Говоря о перспективах развития города, мэр отметил, что МАГАС занял 4-е место в рейтинге экологического управления городов России. В прошлом году наша столица находилась на 64-й строчке. Также МАГАС отличился и в международном рейтинге активности малых городов. Одно из приоритетных направлений, которое мы для себя определили, это сделать МАГАС, я еще раз подчеркиваю, не одним из самых умнейших городов, а самым умным городом России. Такая цель была поставлена, и если она в 2015 году была поставлена, то сегодня мы уже уверенно можем сказать, что мы в этом направлении движемся. МАГАС был включен в международную организацию ВЭГО. Это такая организация международная, которая объединяет умные города, современные города и городские власти, которые заинтересованы в обеспечении комфорта для своих жителей. Также Беслан Тичоев рассказал и об участии в Генеральной ассамблее Всемирной организации ВЭГО, объединяющей правительства всех городов мира, которая недавно прошла в Ульяновске. Там столичная администрация представила проект современных остановок МАГАСа. Региональным Минкультом совместно с Госархивом объявлены конкурсы, посвященные ингушской истории, этнографии и архивной деятельности. Они приурочены к 100-летнему юбилею Государственной архивной службы России и 25-летию ингушского ведомства. Школьников приглашают принять участие в номинации на лучшую научно-исследовательскую работу по теме «История родного края». Ну а фотолюбители ждут в конкурсе «Ингушетия сегодня. Фотомиг для истории». Также будут проведены конкурсы «Лучший ведомственный архив в области комплектования, обеспечения сохранности и учета документов» и «Лучший муниципальный архив», которые призваны популяризировать профессию архивиста. С условиями конкурсов можно ознакомиться на сайте Минкульта региона. Юные ингушские боксеры продолжают поединки за звание лучшего. В физкультурно-оздоровительном комплексе в Али-Юрте прошел полуфинал республиканского турнира по боксу среди юношей. Соревнования посвящены памяти известной ингушской альпинистки Лейлы Албагачиевой. Кто выйдет на ринг в финале, знает Саид Куштов. Ахмед Баракиев выступает в весе до 60 килограмм. Перед боем нет и тени сомнения, что выиграет. Так или иначе ринг покажет. Правильно выстроенная стратегия тренера, упорство, воля к победе и груда ударов обрушиваются на Ахмеда сразу же, не давая шанса своему оппоненту на ответный ход. В финал выходит Заур Закиев. Бокс – это школа жизни, он учит принимать удар на себя и не сдаваться. Проигрыш – это тоже опыт, говорит Ахмед. Ошибки спортсмен учел, есть над чем поработать. Легкая разминка перед каждым боем для Хасана Хадзиева обязательно. Спортом он занимается не первый год, но даже опыт выступления на многих турнирах не спасает от волнения. Его сегодняшний оппонент весит до 60 килограмм. Соперник, надо сказать, не из робкого десятка. В первом раунде боксеры изучают друг друга, во втором же включается в активную борьбу. Жестким прямыми ударами сразу отличается Хасан. Боксер синего угла демонстрирует свое превосходство до финального гонга. Соперник из Лакаорса, только дик настроена, тренер под него настроится, дик добов баркас. Да эндели турнира кота бокса.
Кроме Хасана в турнире принимает участие немало других воспитанников Карабулакской школы бокса. Тренер беспокоится за каждого. Блистательной победой Хасана наставник доволен, но это только начало его спортивной карьеры. На всех наших спортсменов есть надежда. Главное, чтобы тренировались, упорствовали, ну и проявляли желание в этом виде спорта. Бокс — это такой жесткий вид спорта, если будут стараться, у всех есть свой шанс. Уже в пятницу в финале спортсмены на ринге сойдутся вновь, чтобы доказать, кто из них лучше. А пока у них есть время отдохнуть перед финальным боем. Саид Куштов, Адам Далаков, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Национальном.